Доказательство, что астинский язык это язык сакральный, это счет от 1 до 3, что на астинском, что на русском, суть одна. И доказательство того, что культура Древней Руси и Астин была одной. Юдуварта ев у, то есть он есть, как в Евангелии говорит, я есть, только говорит Бог о себе аз есть. То есть даже когда мы говорим, допустим, на русском языке мы можем сказать я, не придавая этому смысл, я принял, допустим, ислам или христианство, ну, как-то можно сказать. А когда мы на своем языке говорим, азрайстон, мусульман динави, киристун дин, только даже когда мы говорим аз это обозначение, то есть ты, все равно, что ты говоришь, я Бог, богоподобный, то получается, я являюсь Богом, еще принимаю какую-то религию, еще какого-то Бога, да, которого на арабском языке называют и на другом. То есть возникает противоречие, смешание и в том числе автоматически подмена. То есть совершенно другая интерпретация. Аз воздан отсюда и язычник, воздан древнее название Азии, это Асия. Отсюда и самоназвание нашего народа, культура, да, богоподобных. Ев, еу, я есть, то есть потом идет дальше дуа, 2 число, да, дуа, ты его, арта или огонь в культуре ариев это обозначение духа Творца. То есть кого? Одного духа мы из единого начала. Поняли, да? Все мы есть из единого начала. То есть идет своя интерпретация сотворения мира, да, описанная. Не из Библии. Точно так же, если даже почитать с 2, на астинском языке с 2 до 1, обратно почитайте слово дуа, ауд, то есть ауд, ут или от на нашем языке это дух, вот, кевот и ю, почитайте обратно, уй, ой, то есть его дух, кого, Творца одного, подтверждение этому, теперь переведите счет от 1 до 3 на астинский язык на русском счет. Смотрите, один, то есть от, опять-таки это дух на астинском языке, один дух. Потом 2, дуа на астинском языке, дуа, ты его. 3, арта и 3 одно и то же. Обратно почитайте 3 и получается ир. Ир, вы знаете, да, священное, связанное со светом. Везде, вообще, где в языке и в русском языке, где там слово вы слышите, ра, связанное с солнцем, светом. Был бог Ра такой, у египтян тоже, Хор, или Ра, бог света. Часть скифов, у славян тоже были частью скифской культуры. И вот в языке их также встречается тоже свет, солнце везде. В таких позитивных словах, как, допустим, радость, свет, благодарность, дар, рай. На нашем языке, на астинском, рай, сон. Или слово хорошо, хор, да, солнце. А на астинском языке хуарс, то есть хуцау, хор, везде свет, солнце. То есть это культура ария. Да, была распространена. Отсюда вот эти ставки ра. Или, то есть нужно смотреть на культуру, мировоззрение древних ариев, да, носителем чего они являлись. Главный культ у них что был? Солнце, свет, то есть дух Творца, это обозначение, что дух Творца, своя интерпретация. И ра еще в подтверждение того, что ра это свет. Обратно, если почитать, переводят земля, в том числе на нашем языке арун, ерун, искать.
Подтверждение этому есть у нас, когда мы посвящаем покойникам еду, мы говорим халар, посвящение, там тоже, видите, свет слышится, священие, свет, связанный 5. Что это значит? Тонкой материи, то есть духовным миром, тонким духовным миром или царством небесным, да, на религиозный лад. А хала, то есть нить, то есть ар это опять-таки ерун, связь с кем, кому ты посвящаешь еду. И обратно почитайте ар, да, ра. Опять с духом Творца, с духовным миром Творца, с Всевышним. И вот это понятие суть, как дух Творца, тоже везде пронизано в нашей культуре. Да, даже в слове хорошо у нас на астинском мы переводим хоарз. В священной вести есть такое. Ну, причем здесь кто-то скажет в слове хорошо хор, наше слово солнце. Какая связь, да, ну, в священной вести есть термин такой, как хварна, небесная благодать. У нас это фарн. Разве хорошо это не благость, не благо или благодарность, дар. Тут речь идет связь, это связь с Творцом и с нашим первоэлементом. Также я забыл вставить, напомнить, что число 2, если почитать обратно, авд, на нашем языке авд это 7. Как говорится в описании сотворения мира в религии, что Бог создал мир за 7 дней. Или 7 Божие, да. То есть 7 творений Творца. То есть то, из чего мы состоим. Первоустройство, принципы нашей души, частицы, от которых в каждом из нас заложено. С творением, с эволюцией. Вот такой у нас язык сакральный. Вообще я для себя понял одно, исследуя культуру Древней Руси и Астин, что на русский астинский язык переводить авраамические религии нецелесообразно. Почему? Потому что язык астинский на основе культуры мировоззрения ария. И просто автоматически идет смешание совершенно разных интерпретаций. То есть принимать другие религии, переводя его на русский или астинский язык, я считаю неправильным, потому что русский астинский язык несет совершенно другую интерпретацию с точки зрения нашей культуры, мировоззрения религии, описания сотворения мира, совершенно другую. И когда мы его переводим, арабский язык, на русский, то автоматически дискредитируем наше мировоззрение. Что я считаю неправильным. Арабам была послана на их языке, их уровню, для них религия, на арабском языке. У нас своя культура, свой уровень. И если мне кто-то скажет, что я разделяю религии, а разве нашу культуру с проникновением других религий, наша культура, цивилизация не разделилась? То есть произошла подмена наших понятий, терминологии с другими. Кто нам разделил нашу культуру? Вопрос вам. Это вам нужно задать вопрос. Кто нам подменил и уподобил своим идеям, концепциям? Вот какой вопрос себе задайте. Мы-то же ее никому не лезли, не подменивали, да.